Выявить и поддержать наиболее перспективную молодежь, обладающую высоким уровнем развития управленческих компетенций. В антимонопольной службе прошел конкурс «Лидеры России», который призван открыть доступ в управленческую элиту завтрашнего дня. У кого получилось бросить вызов тысячам управленцев и попасть в сообщество лидеров, знает мой коллега Хамзат Костоев. «Лидеры России» — это проект, предназначенный для выявления руководителей нового поколения. В этом году конкурс проводится второй раз. Не осталась в стороне и наша республика. Управленцы, представляющие регион, собрались в управлении антимонопольной службы, руководитель которой также был в числе конкурсантов. Мы сегодня собрались полуфиналиста, участника Лиги России, это, если так можно сказать, прошлого сезона и этого сезона. И обсудить, что было, как было, и рассказать нашим гражданам, чтобы они участвовали, стимулировать их на участие. Рассказать, что ничего страшного и особо сложного в этом нет, необходимости в том числе участия, так как из других субъектов намного больше людей участвовало, чем из нашей республики. Конкурс состоит из нескольких этапов, от видеовизиток, в которых нужно ответить на два главных вопроса, цель участия в конкурсе, а также профессиональные достижения, до решения бизнес-кейсов, специальных заданий для выявления управленческих способностей. И что особенно важно, в проекте могут принимать участие не только управленцы из сферы госслужбы, но и граждане, имеющие опыт в сфере частного предпринимательства. На встрече присутствовали не только нынешние, но и потенциальные участники, проявляющие заинтересованность в том, чтобы попробовать свои силы. Много людей грамотных, образованных, но ни у кого нет опыта, ни у кого нет работы. Что с этим делать? Как принять участие Насчет этого, то есть в принципе, да, управленческий опыт ты сам можешь его сделать. То есть ты сам можешь взять какой-то социальный проект, стать руководителем этого социального проекта, да, и вести его. Это и есть управленческий опыт. Всего в конкурсе от республики приняли участие 4 человека, трое из них стали полуфиналистами. На сегодняшний день у нас уже есть один победитель, это Чумаков Асламбек. Узнал я о победе поздно ночью. Конечно, новость оказалась для меня приятной неожиданностью. Ну и общаясь на протяжении 2 дней с уникальными людьми, радостно осознавать, что ты входишь в команду лучших из лучших. В первую очередь, от финала ожидаю возможности пообщаться с победителями из различных уголков нашей страны. Ведь каждый из них по-своему уникален. Попадание в финал – это уже победа. А дальше посмотрим. Каждый конкурсант отмечает значительную пользу проекта вне зависимости от итогового результата. Я трезво оценил, да, все свои возможности, все свои достоинства, недостатки, да, то есть это является той точкой, да, что в дальнейшем исправлять, самосовершенствоваться. Мы обсудили такие важные вопросы, да, то есть как нам действовать в будущем году. Нынешний проект проводится второй раз. По итогам прошлого 103 человека стали победителями, 76 из которых получили назначение. Финал текущего конкурса состоится в марте этого года. Хамзат Костоев, Ахмед Исмурзиев, Дени Тимурзиев, Вести, Ингушетия.